Одной из серьезных социальных проблем для Китая является решение продовольственной проблемы. В течение многих лет китайское правительство удовлетворяло внутренний спрос, ежегодно импортируя зерно из-за рубежа. По данным статиста, Китай в настоящее время является крупнейшим в мире импортером пшеницы. Только к 2022 году импорт зерна в Китай превысил 53 миллиона тонн. Доклад китайской правительственной сети Танритак от 2 ноября показывает, что некоторые из недавних политических решений китайского правительства в Восточном Туркестане основаны на этом вопросе. Согласно сообщению, важной рабочей задачей стал сбор не менее 20 миллионов тонн зерна из уйгурского региона в период осеннего сбора урожая этого года. Выращивание пшеницы является важной частью становления китайским правительством Восточного Туркестана в качестве своей основной производственной базы. И известно, что переброска зерна в китайские провинции также актуальна, как и переброска энергии из уйгурского региона. Ожидается, что лидеры двух крупнейших экономик мира, США и Китая, встретятся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на пресс-конференции: «Интенсивная конкуренция означает интенсивную дипломатию. Наша политика и то, как мы движемся вперед в отношениях с Китаем, не изменились». Жан-Пьер отказалась сообщить подробности о повестке дня Байдена, за исключением того, что ожидается, что у него будет жесткая встреча с Си Цзиньпином. Как сообщают китайские источники, в заявлении МИД КНР китайский режим потребовал от США отказаться от поддержки Тайваня и снятия ограничений на импорт китайских технологий в качестве предварительного условия встречи американского президента Джо Байдена с Си Цзиньпином. Китайские миллиардеры стремятся вывести свои семьи и активы за границу из-за таких факторов, как финансовое давление, политическая неопределенность и замедление экономики. Элиты Китая уже давно ищут способы вывести свои деньги за границу. В Китае физическим лицам разрешено переводить из страны только 50 тысяч долларов США в год. У богатых людей есть ряд формальных и неформальных способов перевести свои деньги, будь то обмен денег в Гонконге, где доминирует свободный капитал, или перевод наличных денег зарубежным компаниям. В августе полиция Шанхая арестовала 5 человек, работавших в иммиграционной консалтинговой компании по подозрению в содействии незаконным валютным операциям на сумму более 100 миллионов юаней, 14 миллионов долларов США. В отчете, опубликованном в государственных СМИ, полиция заявила, что незаконная торговля валютой серьезно нарушила порядок на финансовом рынке страны. Китай сигнализирует, что продолжит самостоятельно разработку проекта пассажирского самолета CR-929, который он осуществляет совместно с Россией. Заявлено, что стороны не смогли договориться о распределении дивидендов. Проект широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета, запущенный Китаем и Россией в 2017 году, столкнулся с задержками из-за санкций, введенных Западом в отношении российской авиационной промышленности после войны в Украине. Цан Хунли, бывший вице-председатель промышленно-коммерческого банка Китая, одного из крупнейших государственных коммерческих банков страны, как сообщается, попал под следствие по подозрению в коррупции. ВМС США сообщают, что их атомная подводная лодка класса «Огайо» прибыла на Ближний Восток. Центральное командование США выступило с заявлением по поводу атомной подводной лодки, отправленной на Ближний Восток. 5 ноября 2023 года в зону ответственности Центрального командования США прибыла подводная лодка класса «Огайо», говорится в сообщении.